Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить как и о внутренних делах, так и о внешних. И сегодня у нас в гостях наш постоянный политический эксперт Астамур Таня. Астамур, добрый день. Начну все-таки вот с того конфликта, который вот находится в самом разгаре. Понятно, что он касается вот противодействия власти и оппозиции, там, по поводу и уголовного дела, и по поводу паспортов. Но как все-таки при этом даже с теми оппозиционерами, с которыми я говорю, которые там вот как бы эту тему активно поднимают, они понимают все-таки, что нужно найти какой-то определенный компромисс и как-то успокоить ситуацию. Вот как тебе видится вот развитие этого конфликта вот в таком более позитивном варианте? Есть очень простая формула. Когда не знаешь, как поступить, поступай по закону. Вот. Если мы говорим о том, что мы независимое, суверенное государство, у этого государства есть соответствующие органы власти, правоохранительные структуры. И мне кажется, нужно идти по законной процедуре. Ну, поскольку дело находится в суде, и мне кажется, вообще все заинтересованы в повышении легитимности и упрочении этих вообще институтов, вот, в том числе и суда. Вот, заранее зачем предугадывать, справедливый суд, несправедливый, я читаю разные заявления. Вот. Суд же всегда, это же у нас публичный, там можно и трибуну использовать, свои аргументы высказать по поводу всех обстоятельств этого дела. Вот. И мне кажется, что это единственный выход. Потому что если мы все-таки будем в рамках уличной культуры решать эти вопросы, до добра это не доведет. Вот. У нас, мы знаем, и само по себе общество уязвимое, и контекст очень тяжелый. Вот. Поэтому я другого варианта я не вижу, который привел бы нас к тем результатам, на которые мы рассчитываем. Мы, наверное, же рассчитываем на то, что мы из этой ситуации выйдем не в полуразрушенном состоянии, а в более прочно стоящими на каких-то законных основаниях. Потому что государство, оно базируется на законе. Вот мне кажется, что это. Но, с другой стороны, сама история, в силу того, что она уже несколько месяцев разворачивается, она достаточно такая стала слишком звонкой. Слишком звонко, и, соответственно, любое действие, оно так или иначе будет по-разному трактоваться, и с большой трибуны оно будет трактоваться. И я вот слушал президента интервью, где он как бы призывал о том, чтобы не политизировать это дело, но мне кажется, оно изначально было политизировано, если бы вовремя вот то, о чем ты говорил, закон сработал бы, наверное, собственно, вот этого самого дела и не было бы. Но мы же не в первый раз эту проблему обсуждаем. Мы об этом говорили, что была запаздывающая реакция властей. Мы это обсуждали. Но я вот в этом контексте, вот не только вот самого уголовного дела, но вот и как бы выхода из этой ситуации. С другой стороны, у нас, знаешь, все-таки история такая, что никогда ни по какому делу у нас нет людей, которые допустили ошибку. То есть чей это просчет, да? То есть в этом плане. Я вот смотрю вот этот момент, который связан с выдачей российских внутренних паспортов на территории Абхазии, а точнее говоря,
вот в отделениях Министерства внутренних дел, да, но, собственно говоря, да, есть потребность большая у людей, вот, которые, особенности людей пенсионного возраста, которые никуда не выезжают, вот им каждые 5 лет менять там паспорта, там ждать там и так далее, платить деньги, то есть за получение этого документа, конечно, проще получить этот внутренний паспорт один раз и уже как бы до конца дней своих, собственно говоря, не менять этот паспорт. Да, проще. Но с другой стороны, вот вроде бы есть договоренность на высшем уровне, но вот дальше все-таки эти структуры должны были сработать, наверное. Да, вот что нужно для того, чтобы вот это все легитимизировать? И каким-то образом, как это легитимизировать? Это должны были, наверное, исполнительная власть там, как бы свое видение там, представить парламенту. Парламент там уже дальше принимал бы решение. Но вот... Ну, понимаешь, эмоций в нашей политике всегда много, и это хорошо, потому что иначе не эмоциональная политика, она подобна холодной мамалыге. Вот. И вообще важно, чтобы шла общественная дискуссия, взгляды сталкивались и так далее и тому подобное. Но мне кажется, мы все-таки существуем не в изолированном пространстве каком-то, да. И если бы, допустим, Абхазия была в таком же положении, как другие постсоветские республики, которые имеют полномасштабное признание, это одно положение дел. Другое, многие процессы, которые у нас проистекают, они связаны с тем, что у нас единственная связь с внешним миром, источник безопасности и так далее, это Российская Федерация. Ну, де-факто мы, наверное, нас трудно назвать равноправным государством с Россией, правильно? Вот. Де-факто мы протекторат. Вот. И, соответственно, и это отчасти и наша вина, что многие вопросы мы десятилетиями, годами самостоятельно не решаем. Не хотим. Ну, перекладываем то, что мы должны были сделать, эту ответственность на чужие плечи. На плечи дружественного государства. Но это мы не должны забывать, это другое государство. Вот, ну, наверное, надо определиться тогда с фронтом тех работ, которые мы сами можем делать. Ну, нельзя же так вот все время выдвигать какие-то претензии, но в то же время не избегать самим какой-то ответственности. Вот мне кажется, вот сейчас называют это кризисом, я, честно говоря, вот эти все эпизоды кризисом никаким не считаю. Мы живем в состоянии перманентного кризиса уже давно. Он порожден как раз тем, что мы заявляем одни требования, одни желания, но для их реализации мы очень мало делаем. Ну, жизнь вокруг нас развивается, и внутри Абхазии тоже жизнь развивается, экономические процессы развиваются. Это же ты в таком статичном состоянии долго не сможешь находиться. Надо определиться со своей программой. Вот мы говорим, что мы суверенное государство. Вот в чем наш фронт ответственности? Да, мы тесно связаны с Россией, в сфере ее интересов безопасности, находимся в рублевой зоне, находимся и так далее и тому подобное. То есть у нас особые отношения. Вот. Как я описал выше, мы находимся под покровительством России. Вот. Ну, в рамках этого тоже же можно что-то делать. Иначе мы все время будем сталкиваться, вот это нельзя, ну тогда вообще ничего не будет. Вот. Тогда давайте сами будем делать. Ну, вот я, например, слышал, там справедливо ставится вопрос, у нас же есть договорная база с Россией, ну, по поводу признания наших документов. Ну, надо же этим вопросом заниматься. Когда в России соответствующие решения принимались, они не направлены были против Абхазии, они распространяются на все соседние с Россией государства. Вот, по тем же водительским удостоверениям, по всему прочему.
Ну, наверное, надо было этот вопрос ставить, или его не поздно ставить, можно работать над этим вопросом, не превращая это в какую-то свару. Мы не в такой ситуации, чтобы мы устраивали эту свару, потому что ее по-другому, по-разному могут интерпретировать. Вот, это надо иметь в виду всегда. Вот. Мы привыкли, чтобы на протяжении последних 25 лет к Абхазии такое благожелательное отношение со стороны России. Оно сохраняется. Но я хочу напомнить, что всегда в любом крупном государстве есть разные игроки, есть разные политические взгляды на регион и так далее. Нам, кстати, вот в 90-е годы приходилось все время лавировать. Даже вот между этими Сциллой и Харибдой российской же политики, не только международной. Потому что были друзья, а были те, которые не очень, кстати, симпатизировали Абхазии. Вот. А твоя задача, как маленького государства, это сделать так, чтобы работала линия твоих друзей. Чтобы другие варианты какие-то не задействовались. Вот это надо учитывать. Вот, свое фактическое положение. Естественно, если мы говорим о суверенитете, мы на него должны работать. Суверенитет – это что? Прежде всего. Это экономическая база, которая обеспечивает существование этого государства. Ну, она туда все включает. И энергетику, транспорт, налоги, все, что хотите. Вот. Второе – это безопасность. Понятно, что такое государство, как мы, если какой-то глобальный конфликт, оно самостоятельно выжить не может. Вот. Но, тем не менее, у нее должны быть свои инструменты обеспечения безопасности, чтобы она была участником каких-то. У нас есть соответствующие договоры, кстати. Участником какой-то системы безопасности, имела соответствующий вызовом современности соответствующие силовые структуры. Вот. Это же базовые вещи. Вот если мы этим базовым вещам не соответствуем, просто говорим о них, вот, а это же сразу в одночасье не сделаешь. Это же большая работа нужна. И оппозиция должна критиковать власть. Власть должна, нравится, не нравится, поддерживать диалог с оппозицией. Вот я пока такой настрой на словах, во всяком случае, я слышу. Вот они, пока они, что называется, красные линии какие-то не пройдены, когда невозможен диалог, вот, нужно попытаться во что-то, в какую-то повестку его направить, в какое-то русло. Все-таки мы же не можем отвлечься от того, что в мире происходит. И в том числе в нашем регионе происходит. Вот, это же перспективно очень непростые, содержащие как и возможности, так и опасности события происходят в нашем регионе. Здесь должна быть управляемая ситуация. Здесь должна быть политическая элита, которая делает общую работу, по крайней мере, на вот этом участке, вот этом временном участке, чтобы можно было ориентироваться в окружающем нас мире. Вот это, мне кажется, базовая необходимость существует. Но в любом это случае... же не только к оппозиции, это и к власти. Это и к власти относится. Потому что, да, публично надо заявлять цели, какие перед нами стоят. Есть вещи, какие-то проблемы, которые можно публично озвучить. Например, мы же не можем что-то сразу выше головы своей прыгнуть. Какие-то этапы надо проходить. Потому что слишком много у нас времени упущено на не вполне созидательно. Вот это мы должны помнить. Но в реальности у нас обе стороны говорят о необходимости, в общем-то, чтобы эти политические все наши силы они тесно взаимодействовали, входили в контакт, встречались и так далее. Сейчас, я как знаю, все-таки периодически какие-то встречи кулуарные есть, но это опять же кулуарные. Послушай,
кулуарные встречи уже о них тоже публично сказали. Да, публично сказали, да. Так что, насколько они кулуарные, я не знаю. Но в любом случае, вот как бы кулуарность меня всегда смущала, если честно говоря. Нет, ну, понимаешь, ты же не можешь в прямом эфире иногда обсуждать какие-то вопросы. Понятно. Если ты встретился, обсудил какие-то вещи, к какому-то пониманию пришел, ну, наверное, какие-то шаги надо согласовать. То есть это должна быть это параллельная это дорожка должна быть. То есть с одной стороны идти какие-то кулуарные встречи, где легче без камер, без свидетелей о чем-то договариваться. Но с другой стороны нужна как бы то, что ты видишь и на экранах, да, когда ты видишь людей, которые с одной стороны там делают заявление о том, что эти как бы подрывают основы государства, и другая сторона уже вот тем же вечером как бы заявляет, показывает пальцем на тех, что вот эти негодяи, а так бы в стране давно коммунизм... Это слово они не говорили. Условно я говорю, да. То есть наступил бы коммунизм и идиллия полная. Но ты понимаешь, что здесь все-таки вот как бы вот этот пазл, который нормального политического диалога в обществе, он не складывается. Вот без этой, как бы, я не знаю, вот должна быть, вот у нас очень плохо, что вот в свое время тот же президент Аслан Бжани решил, что у нас, это в принципе и до него уже намечалось, да, когда в парламенте у нас должна быть вот такая как бы абсолютно безмолвная политическая такая среда, которую там дает о себе знать только в периоды больших кризисов. По-моему, если даже такие мысли были, из этого ничего не получилось. Да, ничего не получилось, но все равно вот этой политической культуры, когда бы парламент становился бы некой площадкой для каких-то политических дискуссий, он так и не сложился. Ну, может быть, это вообще проблема нашего общества в последних лет. Ну, знаешь, какие-то вещи все-таки должны быть управляемы. Ну, знаешь, что происходит, на мой взгляд? Естественным путем уходит из активной политики подготовленная в советский период и вплоть до начала 90-х годов политическая элита. Вот. На мой взгляд, пока вот из того, что я вижу вот, политическую элиту нынешнего поколения, вот, они не сформировались таким образом, чтобы в такой хотя бы мере, как их предшественники, соответствовать вызовам сегодняшнего дня. Это и вообще вопрос к нашему обществу. Вот когда они идут голосовать, допустим, за депутата, какую они видят перед собой задачу? Что у них там ремонт дороги сделать. Это важно, конечно, но ведь это задачи муниципальных вообще депутатов. В этом проблема. А парламент он должен решать большие государственные проблемы. Но, к сожалению, все меньше и меньше людей в парламенте, людей, которые способны эти проблемы обсуждать даже. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что эти выборы, которые у нас будут на следующий год, они кардинально исправят ситуацию. Вот, мне кажется, этим вопросом все-таки здесь понятно, что и власть будет делать ставку на каких-то людей, и оппозиция будет ставку делать на каких-то людей. Пусть они смотрят прежде всего, но это, конечно, бесполезный призыв. Вот. Но и хотелось бы, вот, чтобы они смотрели, вот человек, сможет он заниматься законотворческой деятельностью, в какой сфере он специалист. Ну, из этой вот мозаики же потом из специалистов разного профиля, разного темперамента, разных политических взглядов, потом складывается то, что мы в свое время называли «золотой парламент». Ну, а так, это опять же вопрос из области, насколько мы сами сможем управлять ситуацией в стране и подтверждать на деле то, о чем мы заявили и все время, каждый день заявляем, и в Конституции написано. Ну, это же все-таки требует каких-то шагов. Хотя бы базовых вещей требует. Ну, вот сейчас в начале марта пройдет гражданский форум, который уже несколько месяцев готовит Общественная палата. И
по этой идее, согласно этой идее, там будут представлены все политические силы, все общественные организации и так далее. Вот такое, вот может быть, какое-то консолидированное мнение, консолидированная повестка может в результате этого форума это очень быть хорошо, что выработана. такие общественные форумы проводят. Надо сделать его репрезентативным максимально, ну, чтобы по его итогам был какой-то продукт произведен, от чего мы смогли бы оттолкнуться. Вообще было бы неплохо, я сейчас так подумал, ну вот пройдет это вот первый гражданский форум за многие годы вот того внутриполитического противостояния, которое у нас есть, да? Он не привязан там ни к парламенту, ни к исполнительной власти, да, это вот такой форум, где так или иначе будут представлены все политические силы, то есть сама идея, она и те люди, которые несут эту идею, она заключается именно в том, чтобы именно вот по этой формуле и был, и прошел этот форум, то есть нету такого как бы пишу одно, а за форумом другое, а за этим фасадом как бы совершенно другое. Но не хотелось бы, что это была разовая такая акция. То есть хотелось бы все-таки, чтобы такая форма общения внутриполитических сил гражданского общества, он периодически, то есть проходил. Такая форма общения, она периодически проходила бы. Ну, там раз в год не мешало бы сверить часы, да, где мы находимся, собственно говоря, или хотя бы собрать их всех в одном месте, да, и откровенно поговорить о тех проблемах, которые стоят перед государством, перед обществом. Ну, там повестка сформирована, на мой взгляд, правильно. Этого форума. Но я говорю о том, чтобы этот форум не стал одноразовой акцией. Это мы не знаем. Да, нет, я просто как бы свои как бы надежды. Ну, я смотрю как на попытку движения в верном направлении на это. Вот. А во что оно преобразуется, или это будет, как ты говоришь, такое разовое декоративно-представительское мероприятие, которых у нас немало проходит. Вот. Это тоже не хочется, конечно. Вот. Пока я то, что вижу, вот эти пункты, они актуальны. Там, я думаю, актуальны для разных политических групп Абхазии. Вот. Дает шанс тем, кто хочет о чем-то договариваться. Конечно, нам нужно уйти, конечно, от противостояния. Вот. Но это не значит, что нужно уничтожить политическую конкуренцию. Политическая конкуренция должна быть. Но она вокруг должна строиться вещей, которые нас толкают вперед, наверное. Да. Позволяют следующий шаг сделать в каком-то укреплении нашей государственности. Вот это я, наверное, конечно, тривиальные вещи говорю, но дефицит этого всего ощущается.